качели во дворе, заканчивая детским спортивным комплексом. Не все чиновники слышат, но есть, которые слышат. Вот, пример, Галина Александр Юрьевич, например, в Эшве нас собрал, и наши проекты в Эшве просто пример. То есть можно съездить, посмотреть на дворы, посмотреть на сборку снега, ну и там много всего. То есть есть хороший опыт, но есть хороший опыт взаимодействия, но сталкиваемся все-таки с проблемой непонимания. И также хочу немножко сказать об объединении, об интеграции. Вот здесь от общества инвалидов сказали, что нам нужно объединяться, и я в этом согласен. Приведу пару примеров. Знаю лично, знаком с двумя инвалидами, у которых на руках постановление суда, чтобы им сделали пандус в подъезде. Вот бьются с постановлением суда, не могут никак добиться, чтобы им сделали этот пандус. И в то же время в соседней школе тратится несколько тысяч рублей, сотен тысяч рублей, и делается пандус в школе, где нет инвалидов. Притом этот пандус в школе делается до первого этажа, далее он не делается. То есть если даже там появится инвалид, он не сможет выше первого этажа подниматься. То есть деньги на самом деле на доступную среду они тратятся, но, на мой взгляд, они как-то тратятся неэффективно или неправильно. Поэтому нам нужно собираться, нам нужно координировать наши усилия, координировать наши предложения. Тогда, думаю, будут деньги тратятся более эффективно. Ну и наши проекты и совместные, они будут больше на благо общества, нежели чем каждый будет тянуть